Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на концерте «Музыкальный вернисаж». Концерт организован в рамках проекта «Педагогический вернисаж. Пути творчества». С 14 сентября по 28 декабря 2020 года в Коми Республиканском институте развития образования состоялся республиканский конкурс-фестиваль творческих достижений педагогических работников «Педагогический вернисаж. Пути творчества». Конкурс проходил в рамках празднования 100-летнего юбилея Республики Коми. Данный конкурс-фестиваль существует с 2016 года и идет по направлениям изобразительное и декоративно-прикладное творчество, дизайн, методическое мастерство. И вот уже второй раз за время существования проекта конкурс проходит по направлению музыкальное, театральное, хореографическое творчество. Сегодня вашему вниманию впервые будет представлен гала-концерт победителей этого направления. Надеемся, что концерт станет традиционным для преподавателей и педагогов нашей республики. Для приветственного слова на сцену приглашается министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Владимировна Якимова. Дорогие коллеги, уважаемые друзья, необычное для меня событие, с одной стороны, а с другой стороны, так приятно, что мы в нашей сложной, стремительно меняющейся жизни находим возможности для творчества. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, педагоги — это особые люди, и где бы они ни работали, в каком бы направлении образовательной деятельности они ни работали, они, как и дети, талантливы во всем. И здорово, что вы, уважаемые коллеги, и те, кто здесь присутствует, те, кто принимал участие в этом конкурсе, фестивале, находите возможность для такой прекрасной самореализации. Ну, а мы, конечно же, с благодарностью принимаем все, что вы делаете, и с удовольствием поддерживаем все ваши начинания. Хочется, чтобы то, что делают наши педагоги, где-то часто за рамками своей профессиональной деятельности, видели и их обучающиеся. Их школьники, студенты, может быть, где-то даже дошкольники. Поэтому наша задача, как учредителей, как организаторов, наверное, сделать это достоянием. Поэтому, дорогие друзья, с таким же трепетом ожидаю увиденного здесь и положительных эмоций нам всем. И желаю вам и себе желаю, чтобы мы находили время для искусства, для развития, такого, знаете, личностного развития. И вообще, чтобы у нас было побольше свободного времени и очень много крепкого здоровья. Всем вам желаю. Спасибо. Спасибо. Итак, мы начинаем. Открывает наш концерт преподаватель колледжа искусств Владимир Николаевич Цыганков. Владимир Николаевич – музыкант широкого профиля, хормейстер, композитор, аранжировщик, импровизирующий пианист. Он автор произведений для хора, обработок и аранжировок для различных хоровых составов и для сольного исполнения. Его авторские композиции и обработки востребованы для исполнения на конкурсах, входят в концертный репертуар различных коллективов и солистов Республики Коми и России. Сегодня для вас прозвучит песня Александра Александрова на слова Лебедева-Кумача «Священная война». Обработка Владимира Цыганкова. Исполняет вокальный ансамбль отделения хоровое дирижирование колледжа искусств. Руководитель Вера Овсянникова. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темной,
проклятою ордой. Пусть ярость благородная, пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война, священная война. Не смеют крылья черные над родиной лететь, поля ее просторные смеет враг топтать. Пусть ярость ярость и поет, как волна, идет война народная, священная война, священная. Вставай, страна огромная, страна смертный бой, сошелся силой с проклятою ордой. Пусть ярость Благородная, пусть ярость благородная вскипает, как волна. идет война огромная, священная война. Пусть ярость и поет, как волна, идет война народная, священная Представляем следующего участника концерта. Наталья Васильевна Суровцева, преподаватель колледжа искусств, заведующая отделением хоровое дирижирование. На протяжении 17 лет Наталья Васильевна является руководителем хора отделения вокальное искусство. Коллектив под ее руководством неоднократно являлся лауреатом в республиканских, всероссийских и международных хоровых конкурсах и фестивалях. В исполнении этого коллектива сегодня для вас прозвучат половецкие пляски из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». Исполняет хор отделения вокальное искусство. Солисты Оксана Клипко, Илья Петков, Максим Бекаревич. Студенты отделения оркестровые духовые и ударные инструменты Лукас Сухарев и Евгений Зуев. Партия оркестра. Лауреат премии правительства Республики Коми Татьяна Витошкина. Художественный руководитель и хормейстер Наталья Суровцева.
принимали участие преподаватели со всей республики. К сожалению, не все участники смогли приехать на заключительный концерт. Перед концертом на экране для вас прозвучал французский вальс в исполнении преподавателя детской музыкальной школы города Бухтыла Марченко Юлии Федоровны. Ваши аплодисменты. Ну а продолжит наш концерт ансамбль скрипачей колледжа искусств, руководителем которого уже долгое время является Наталья Ивановна Расторгуева, преподаватель специального класса скрипки колледжа искусства Республики Коми, заведующая отделением оркестровые струнные инструменты. Наталья Ивановна ведет активную концертно-просветительскую и творческую деятельность на уровне учреждения, города, республики и за рубежом. Франтишек Дрлян, Чардаш. Полька из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» по Гоголю.
руководителем которого является Владимир Григорьевич. Коллаж на темы БАЦХ. Сарабанда.
представить следующего участника нашего концерта. Сайфуддинов Радик Мансурович, преподаватель вокала Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа. На конкурсе фестиваля им была представлена песня Давидеева из кинофильма «17 мгновений весны». Сегодня же для вас прозвучит «Аве Мария» Качини. Исполняет дипломант международного конкурса «Вера, надежда, любовь» Радик Мансурович Сайфуддинов. Концертмейстер Надежда Скороварова. Следующий участник
нашего концерта Елена Равильевна Ардуванова, преподаватель отделения фортепиано колледжа искусств. Елена Равильевна ведет активную концертную деятельность, выступает в качестве солиста, концертмейстера, а сегодня для вас прозвучит дуэт со студентом второго курса отделения фортепиано. Ария Фигаро из оперы Россини «Сибирский цирюльник». Исполняет Елена Ардуванова и Захар Тащин.
пользуясь моментом, приглашаем вас 2 апреля в этот же зал на концерт «Игра в дуэт», где будет представлена концертная программа в исполнении Захара Кащи и Елены Ардувановой. А мы продолжаем. Ольга Егоровна Рочева, преподаватель отделения хорового дирижирования колледжа искусств. Хоровой коллектив под ее руководством неоднократно являлся лауреатом в республиканских, всероссийских и международных хоровых конкурсах и фестивалях. Женский хор – неоднократный победитель хорового чемпионата мира. В результате в 2020 году наш женский хор занял престижную позицию в мировом рейтинге хоров. Молчанов Симонов. Романс Женьки из кинофильма «А зори здесь тихие». Исполняет женский хор колледжа искусств. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник Республики Коми Ольга Рочева. Концертмейстер Ольга Гонтарева.
фестивале принял участие и фольклорный ансамбль колледжа искусств. Репертуар ансамбля состоит из народных песен различных регионов России, а также из песен народов Коми. Ансамбль выступает на концертных площадках города Сыктывкара и Республики Коми, является лауреатом республиканского и всероссийского конкурсов, дипломантом всероссийских и международных фестивалей. Руководителем фольклорного ансамбля на протяжении 7 лет является преподаватель колледжа искусств, председатель предмета цикловой комиссии «Сольное и хоровое народное пение» Надежда Анатольевна Чащенкова. Итак, в исполнении фольклорного ансамбля для вас прозвучат 2 произведения. Заонежская свадебная песня «Развеселая у нас веселушка» и коми-народная песня «Аннушка-Катулка». Обработка Надежды Ракиной и Надежды Чащенковой. Развеселая у нас веселушка, где ж мой милый пьет, где ж мой милый пьет, да уж он пить не пьет, да голубчик мой за мной
чести представить следующего победителя конкурса фестиваля «Педагогический вернисаж». Ансамбль «Зарово», город Печора. Ансамбль был образован в 2009 году. Выступает на концертных площадках города Печора, в селах и поселках района. В репертуар ансамбля входят коми и русские народные песни, а также авторские песни и песни собственного сочинения. 2 песни на слова Ольги Хасановой, музыка Валерьяна Тимофеева. «Зарово», «Шондыбаны коми муэ». Исполняет ансамбль «Зарово», город Печора. Руководитель Яна Истомина. Сестема, сестема, юбит
исполняет преподаватель Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, гость фестиваля и сегодняшнего концерта Линда Киселева. Эстрадная композиция «Летящие мгновения». Автор музыки и исполнитель, преподаватель Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Анастасия Беляева.
Танцевальный вальс из сборника «Нотная тетрадь». Автор музыки Анастасия Беляева. Исполняют Линда Киселева и Анастасия Беляева. В заключение нашего концерта я приглашаю на сцену духовой оркестр колледжа искусств. С 2008 года руководителем оркестра является Игорь Леонидович Суровцев. Репертуар оркестра составляет произведения зарубежных, отечественных композиторов, а также композиторов оми. Штраус, марш Радецкого. Исполняет духовой оркестр колледжа искусств. Руководитель и дирижер Игорь Суровцев. Thank
Бурлеска из репертуара Кристины Агилеры. В качестве презента.
позвольте под ваши аплодисменты пригласить победителей конкурса фестиваля «Педагогический вернисаж. Пути творчества» на сцену. Для приветственного слова от имени директора Института художественного образования и культурологии Российской академии образования Екатерины Михайловны Акишиной приглашается Наталья Алексеевна Михальченкова. Добрый вечер, дорогие друзья. Во многих качествах сегодня очень рада оказаться на этом замечательном концерте. И, конечно, благодарю Галину Владимировну Китайгородскую, Степана Павловича Кубика, а самое главное тех, кто приняли участие в конкурсе «Педагогический вернисаж», вас, уважаемые, дорогие наши основоположники, сегодня, наверное, уже мэтры методической школы, которая имеется в Республике Коми благодаря вашему педагогическому мастерству. Поэтому, конечно, бурные аплодисменты и мое восхищение каждому из вас. Я бы хотела от руководства Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, сегодня возглавляет там одну из лабораторий, посвященную как раз социально-педагогическому наследию в системе художественного образования и культуры нашей России, озвучить приветственный адрес, вручить его всем организаторам и участникам, а самое главное, наверное, поблагодарить не только за то, что с 2017 года была создана система учебно-методических объединений в Республике Коми. Это решение было не спонтанным, оно было очень продуманным для того, чтобы посредством создания УМУ, в том числе УМУ предметной области искусства, наши педагоги, системы образования и культуры и других направлений объединялись и взаимообогащали друг друга. Возникла система наставничества, и, конечно, это все приводило к качеству подготовки и собственному совершенствованию всего педагогического состава Республики Коми. И кроме этого решения, за которое я очень хочу поблагодарить и тех, кто в этом зале, и себя, наверное, лично, я хочу, во-первых, вручить эти цветы Наталье Геннадьевне Торлоповой, потому что возглавив сегодня учебно-методическое объединение. Они также многообразные, по цвету, как и наша предметная область, представленная самыми разными профессионалами. И с тех пор, конечно, движение начало развиваться, а сегодня оно должно окрепнуть благодаря вам и на федеральном уровне. Поэтому в приветственном адресе, который я вручу Галине Владимировне Китайгородской, я хотела бы озвучить следующий блок. Предлагаем масштабировать столь уникальный опыт Республики Коми и вывести конкурс-фестиваль «Педагогический вернисаж» на межрегиональный уровень, придав ему статус федерального конкурса с поддержкой Межрегиональной ассоциации учителей предметной области искусства, ресурсов Федерального государственного бюджетного учреждения Институт художественного образования и культурологии РАО, чтобы учителя и преподаватели из различных регионов Российской Федерации приняли участие в конкурсе, а практика регионального учебно-методического объединения стала вкладом в развитие системы образования России. Позвольте, Галина Владимировна, вручить вам это. Безусловно, потребуется дополнительная поддержка Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры, куда мы обязательно обратимся. Но то, что именно в Республике Коми инициатива педагогического вернисажа, которая вот уже несколько лет нарастает и обретает благодаря прежде всего имеющемуся капиталу методических и профессиональных решений наших педагогов учреждений среднего профессионального образования, общего образования, то это, конечно, сегодня ваш вклад и наш вклад в поддержку системы российского образования, потому что оно в этом сегодня очень нуждается. Со времен Ковалевского, вы знаете, много чего не оформлено, не описано, не утверждено, а потому не тиражируется как система, которая очень нужна.
Поздравляю вас и благодарю. Очень рада здесь сегодня быть, именно лично видеть, как развивается наше наследие. Спасибо вам. Слово предоставляется ректору Коми-Республиканского института развития образования Галине Владимировне Китайгородской. Спасибо, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Для нас это действительно великолепное событие, потому что именно благодаря вам, каждому из вас, мы сегодня осознали, что наш конкурс-фестиваль приобретает особое значение не только на уровне республики, на уровне уже Российской Федерации. И педагогическое сообщество – это сообщество очень творческих людей, креативных, но самое главное, что мы сегодня видели ваших учеников. И вот это сообщество образовательное, оно как раз значимо, потому что именно и предметная составляющая, и воспитательная составляющая – это все, что сегодня очень значимо для системы образования. Но я хочу, конечно, слова признательности и благодарности передать нашим соорганизаторам. Это, конечно, колледжу искусств, это Центру культуры «Югор», потому что мы не предполагали и даже не надеялись за такое великолепное завершение нашего конкурсного фестиваля. В течение почти 5 месяцев шел данный фестиваль, и мы уже понимали, что это не просто конкурс, это нечто другое по структуре, по содержанию, по уже целеполаганию. И сегодня мы понимаем, что это праздник. Это праздник для нашего сообщества. Поэтому, коллеги, мы вас благодарим за это великолепное закрытие конкурса фестиваля. У нас идет запись, поэтому, коллеги, я надеюсь, что мы обработаем запись, и она будет у нас уже в открытом доступе. Я думаю, что посмотрит вся республика. Да, будет смотреть, я думаю, что вся республика. Очень было много коллег из других муниципальных образований, мы должны этим поделиться праздником. Степан Павлович сегодня в нашем зале, и мы, конечно, от нашего института, как организатора конкурса фестиваля, вас благодарим за этот праздник. Спасибо вам большое. Спасибо за сотрудничество. Спасибо за ваше... У нас, конечно, очень много благодарностей помощникам. Галина Леонидовна, коллеги, очень много было коллег, педагогов, которые помогали создать этот праздник. Поэтому мы обязательно передадим и, наверное, вручение, уже благодарностей. Коллеги, мы решили таким образом. Мы будем вручать благодарности. Наверное, Наталья, вы будете называть кому, а мы будем вручать. Этот формат тоже важен, потому что все-таки это конкурс-фестиваль. Я тоже хочу несколько слов сказать. Я сегодня за вас, за каждого переживала, как будто я сама была на этом концерте и была участником. Я всегда хочу, чтобы наше сообщество педагогов искусства, оно было на виду. Мы всегда должны быть на виду. Поэтому вот сегодня с большим пипетом хочу вас поблагодарить. И вот с Галиной Владимировной вручаем Елена Равильевна Ардуванова. Спасибо большое. Светлане Александровне Слободиной. Наталье Ивановне Расторгуевой. Владимиру Григорьевичу Расторгуеву. Игорю Леонидовичу Суровцеву. Наталье Васильевне Суровцевой. Надежде Анатольевне Чашниковой. Ольге Егоровне Рочевой.
Вашим коллегам с педколледжа, Сыктывкарский гуманитарный педагогический колледж, Радик Мансурович Сайфуддинов. К сожалению, он ушел, но я думаю, коллеги передадут это поздравление, благодарность. Беляевой Анастасии Викторовне. Лидии Листвине Киселевой. К сожалению, тоже уже нету, но замечательное выступление. И очень хочется поблагодарить наших печорских гостей. Это целый коллектив, но мы почему-то не видим, они куда-то у нас исчезли. Они смогли к нам приехать. Да, они смогли к нам приехать, они смогли показать. Я должна сказать, что в рамках фестиваля нужно особо отметить, что у нас была номинация «Хобби». Вот эта группа, она представляла не профессионалов, она представляла людей, которые просто увлечены искусством. И мы им вручим благодарности, это мы сейчас скажем, Екатерина Ивановна Величко, Надежда Валерьяновна Тефесева, Антонина Васильевна Башукова, Эмилия Николаевна Стагник, Антонина Лазаревна Попова, Ольга Владимировна Хасанова, Валерьян Михайлович Тимофеев, водительский мужчина этого коллектива, и Яна Геннадьевна Истомина, благодаря которой экс-коллектив здесь оказался. И особая благодарность все-таки в организации этого концерта. Я должна благодарить вас всех, но я думаю, что большое значение, чтобы он состоялся, это Ольга Вячеславовна Гонтарева. Ольга Вячеславовна была членом жюри, уже долгое время с нами сотрудничает. Мы так благодарны вам, что вы смогли и отработать так хорошо с каждым педагогом и создать для нас праздник. Спасибо вам большое за это великолепие. Спасибо. Спасибо всем гостям, кто сегодня пришел поддержать нас в рамках этого материала. Давайте. Пожалуйста, если можно, присоединяйтесь к нам. Только на камеру будет. Я извиняюсь, у нас есть еще один. Я глубоко извиняюсь, благодарность будет, честное слово. Просто бывает Цыганкову Владимиру Николаевичу. Но второй раз вас пропускаем, это так обидно, честное слово. Вы не думайте, зато к вам особое отношение, это обязательно будет отмечено. Поэтому я очень глубоко извиняюсь.